Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал «Осетия». В студии Урузмак Баликуев. Согласно официальным данным, к этому часу известно уже о 27 случаях заражения коронавирусной инфекцией в Северной Осетии. И сегодня врачи всей республики готовы бороться за жизнь каждого из нас. И им как никогда нужны наша поддержка и внимание. Уважаемые жители Осетии, прошу вас, оставайтесь дома с вашими родными и близкими. Это самая большая помощь, которую мы можем оказать всем врачам. Мир, как известно, не без добрых людей. Сейчас, во время пандемии коронавируса, очень важно поддерживать друг друга, и особенно врачей, которые взяли на себя ответственность за наши жизни и ежедневно подвержены высокому риску заражения. Столичный журналист Тамара Бегаева решила выразить свою благодарность медицинскому персоналу инфекционной больницы в Коммунарке, где находится большое количество коронавирусных больных в России. Активистка организовала обеды для врачей, которые по понятным причинам находятся в изоляции. На прямой связи с нами из Москвы Тамара Бегаева, которая уже готова ответить на наши вопросы. Тамара, здравствуйте! Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о вашей акции. Социальные сети, СМИ пестрят, собственно, этой информацией, потому что это очень разнообразило информационные ленты Северного Кавказа и, как я уже даже видел, вчера вечером России. Правда? Не слышала про Россию, надо будет уточнить эту информацию. А по поводу акции я хочу сказать, что я запланировала не самостоятельно отблагодарить врачей Коммунарки, а от имени нашей Северной Осетии. Все началось с того, что я разговорилась с супругой Олега Кцоева, который работает в Коммунарке с первых дней. Его я нашла совершенно случайно. С первых дней коронавируса он вел популяризационную деятельность, говорил о том, что оставайтесь дома, оставайтесь дома. И просто по хэштегу я нашла человека с осетинской фамилией, подписалась и следила. И в какой-то момент от врача-рентгенолога Коммунарки я увидела, что Олег заболел, простыл. И, соответственно, в комментариях я написала: вам большой осетинский привет, передайте большой осетинский привет Олегу, большой и теплый привет. На что Элеонора, доктор-рентгенолог, оказалась она его супруга, она мне говорит: такой большой и теплый, как осетинский пирог. И я подумала: ничего себе, вот такие вот теплые ассоциации вызывает визитная карточка Северной Осетии. И вначале мне захотелось на самом деле как-то в личном порядке выразить благодарность. Это не поддержка, это некая такая благодарность, и это некое такое добро и позитив, который нам всем очень нужен. Я тут с середины марта в изоляции, хочется просто разнообразить эту повестку, которая пестрит негативом. И возникла идея отправить обед из горячих пирогов в Осетию. Ой, не в Осетию, а в Коммунарку. Я сделала об этом пост. Я ничего, что так Да, конечно, мы очень внимательно вас слушаем, нам интересны подробности и детали. Да. Я сделала об этом пост для своих подписчиков с тем, чтобы посоветоваться и какой-то призыв сделать, обсудить, как мы можем проявить благодарность. Где в комментариях мне написала пекарня номер 1, которая печет осетинские пироги в Москве. Они довольно известны, но я их увидела в первый раз у себя в комментариях. И они сказали такое, что мы уже 2 недели возим в больницы, где лечат от коронавируса, горячие пироги. И мы даже не знали, что в Коммунарке работают осетины. А там работает, я сначала думала 2, но тут выяснилось в процессе 3 врачей осетинской национальности и супруга одного из осетин Олега Кцоева, Элеонора Баланюк. И мне показалось, я просто сама работаю в бизнесе, который сейчас, извините за выражение, просто остановился. Об этом мы чуть позже поговорим, тоже интересно нам. И мысль о том, что малый бизнес нужно поддержать, давно там в голове сидела. И тут ребята, которые... и они сказали о том, что, собственно, возили пироги. И я, когда прорабатывала идею о том, чтобы собрать деньги, связалась, написала им в директ вопрос, смогут ли они доставить на будущей неделе пироги.
А девочки решили, что я имею, веду речь о том, чтобы бесплатно эти пироги там, снова у них запросить. Но и сказали мне о том, что мы последние 2 недели возим в условиях, когда, вы только представьте, в Москве уже несколько недель не работает общепит вообще никакой. Все ушли в доставку. Просто весь рынок хорека, так называемый, отели, рестораны, ушли в формат доставки. Это перегретый, насыщенный рынок, на котором соревнуются сейчас все, да, и при этом логистические проблемы, проблемы с объемами заказов. Соответственно, у людей очень трудный период, несмотря на то, что это доставка. И ребята, у которых очень трудный период, несмотря на это, 2 недели возили по 150, они 150 пирогов отвезли в коммунарку, в другие инфекционные больницы или перепрофилированные туда, развозили пироги. И мне захотелось прямо сказать своим подписчикам, которых стало на следующий день больше, потому что мои друзья сделали перепост у себя в лентах, и как бы так пошло-поехало, вот, что мы можем выразить благодарность врачам, и мы это хотим сделать. Мы также можем поддержать малый бизнес, который сейчас очень сильно страдает. Это у вас уже какой-то второй проект получается? С одной стороны, вы запустили акцию. Да, это акция, в которой синергия 2 идей. Первое — это выразить благодарность врачам, которых мы просто ценим, любим, уважаем. А второе — это поддержать ребят, занимающихся малым бизнесом, ответственных, которые без надежды на... не в расчете на какую-то акцию. Я думаю, надежда есть, она теплится. Нет, мы же понимаем, Тамара, что скоро это все закончится. Скоро понятие растяжимое, но тем не менее мне нравится тот оптимистичный настрой, который у вас сегодня есть, и вы смогли сплотить людей вокруг себя. За это вам, конечно, я отдельно выражаю свою благодарность. А по поводу акции по обедам для врачей, к ней могут еще люди присоединиться? Может, кто-то сейчас тоже нас смотрит и думает, а дай-ка я тоже помогу, поучаствую в этом благородном деле? Да, акцию я планирую продолжать до понедельника. В понедельник подвести итоги, и пока в Москве не ввели полный режим пропускной и все не остановили окончательно, эти пироги туда отправить вместе с ребятами. Поэтому акция завершится в понедельник в 21:00. И во вторник мы сделаем заказ и отправку пирогов. Еще можно поучаствовать. Все можно поучаствовать. Я так понимаю, есть ссылка в Инстаграме, где можно вас, собственно, наверное, и найти. Вот о бизнесе очень важно, как сегодня ребята, молодые люди, как вы, организовываются в этом направлении. Что вас сплачивает? Понятное дело, как в песне, беда нас сплачивает, объединяет, но наверняка там есть еще, это прогрессивные ребята, я так понимаю. Слушайте, это мысль о том, что мы прорвемся. Я не занимаюсь проектом, связанным с пирогами. То есть я их в Инстаграме нашла, да, я работаю в другом бизнесе. И я думаю, конечно, все прорвемся, это все временно. И я говорила, когда про надежду, я имела в виду, что ребята не рассчитывали, что я устрою какую-то акцию, привлеку к этому внимание, и их отблагодарят. Нет, они просто возили пироги. И мне захотелось просто их поддержать, сказать честно об этом нашей аудитории, о том, что мы можем в месяц апрель, по итогам которого очень многих на рынке не останется, в Москве уж точно из рынка хорека, поддержать ребят, которые проявили сознательность. Какие-то уже прогнозные данные имеются. Дело в том, что Сергей Семенович Собянин очень много говорит о поддержке малому, среднему предпринимательству. И большие суммы, я так видел, будут заложены, помимо тех денег, которые на тротуары были и на бордюры затрачены. Вот это все вселяет тоже надежду для московского бизнеса? Я думаю, что вселяет какие-то... то есть никто не рассчитывает в ближайшие месяцы, так сказать, шоковать, но удержаться на плаву, я думаю, очень многие планируют и стараются. Я сама работаю в бизнесе, связанном с косметологией. У нас тоже черная абсолютно пора, но мы не унываем, мы делаем то, что можем. Делаем доставки, продажи косметики клиентам, да, какие-то очень, очень ответственно себя проявляют работодатели.
они не оставляют людей без поддержки и изо всех сил стараются и сохранить рабочие места, и как можно дольше выплачивать зарплату, и активировать те ресурсы, которые позволяет законодательство в формате доставок. И это сейчас во всех бизнесах, которые существуют на рынке. А вот такой у меня к вам, возможно, деликатный вопрос. Когда бизнес заявляет о том, что вот им нечем платить зарплату, вот в настоящее время, хотя мы понимаем, несколько недель это все длится только в России, и это достаточно странным даже для экономистов звучит, потому что, ну, турбизнес. Мы видим владельцев турбизнеса, на каких машинах они разъезжают, и тем не менее они, например, говорят, что вот мы не знаем, чем выплачивать зарплату. Но это же в определенной степени лукавство. Я не думаю, что предприятие, средний бизнес, я не говорю про малый, уж точно живет от зарплаты к зарплате. Вы знаете, вот говорят о том, что очень сильно пострадала сфера услуг. Да? В сфере услуг зачастую зарплату выплачивают из того, что заработали, принимая клиентов, пациентов, да, и так далее. Зависит от того, какие это услуги. И я не исключаю, что есть те, у кого действительно нет запаса подушки, но я думаю, есть еще те, кто не желает какие-то личные средства инвестировать и поддержать своих людей. То есть у меня есть некие дивиденды, которые я заработал, да, в предыдущие годы, и это мои дивиденды. Соответственно, я их там куда-то запускать не буду. Ну а как же социальная ответственность? Вы же людей набирали, вы им обещали условия. Да, я с вами соглашусь и скажу, что те люди, которых я знаю, и мои работодатели, и, собственно, ребята, которые там пироги сейчас развозят активно, я уверена, что они принимают все меры, они выплачивают зарплаты и не оставляют без внимания. Я знаю, что вот мой работодатель вместе с партнером личные средства инвестирует в это в данный период. А вот работа на удаленке сегодня, точнее не сегодня, а вчера вечером Валентина Матвиенко сказала, что очень важно сегодня проработать законодательного урегулирования вопроса на удаленке. Вот как вы полагаете, войдет ли это действительно в какой-то такой ежедневный режим работы даже после окончания этой пандемии коронавируса? Вы знаете, я по образованию журналист. По профессии и маркетолог. Да, вот недавно получила второй диплом. Я маркетолог и пиарщик. Моя работа и до всех коронавирусов была связана с разъездами, с работой из дому, со встречами. Ну, то есть 60% времени я проводила вне офиса. И я не могу сказать, что я сильно почувствовала разницу с точки зрения моих рабочих процессов. Они у меня не остановились совершенно. И есть много таких профессий, которые могут работать удаленно, действительно. При этом у меня сестра косметолог. Сейчас в косметологии все остановилось. Вот она не может принимать дома. Это законодательно запрещено. И она не делает этого и не будет этого делать. И выступает против тех, кто нарушает закон, принимая клиентов дома. Зависит очень сильно от профессии. То есть те профессии, которые до карантина частично удаленно происходили, я думаю, многие работодатели могут заметить, да, что можно экономить на арендных платежах, и при этом процессы не нарушаются. И таких сотрудников оставить на удаленке. Может быть, там офисы поменьше снять для тех людей, которые удаленно... мы не можем... Пилот не может работать удаленно. Да? Есть шутки про милиционеров, которые рассказывают, как защититься от преступника на удаленке, да? Но это тоже невозможно. Раз уж вы уже затронули правоохранительные органы нашей страны, то сразу же я, конечно, вспоминаю вчерашнее заявление Сергея Семеновича Собянина, мэра Москвы, о том, что с понедельника, с 13 апреля ужесточаются меры по соблюдению режима самоизоляции. В первую очередь будет ограничено движение транспортных средств и работа многих организаций, за исключением, там перечень тоже есть особенный. И вот это все... жителями Москвы, как я понял по комментариям в социальных сетях, не очень одобрительно было принято. Вы, как полагаете, строг Сергей Семенович или в условиях вот такой неясности и зачастую недопонимания народа стоит идти на такие, возможно, для кого-то может показаться крайние меры?
Вы знаете, я пристально слежу за ситуацией с самого начала, я общаюсь с врачами, которые работают на передовой, я общаюсь там с разными людьми, которые рассказывают, что ситуация действительно очень плохая. Но вы видите, все, наверное, сегодня видели записи, где стоят очереди из скорых в больнице, которые образовались буквально вчера. Да, То есть, последние несколько дней по 300 человек, да. говорят, принимают там. Да какие по 300? По 1300, понимаете? В каждой, я не говорю про... Возможно, да, не знаю градацию, но в больнице стоят очереди из скорых. И лично мое мнение, что меры соразмерны сложности ситуации. Ну вот вице-мэр тоже вчера выступала, говорила о том, что скорые помощи работают уже на пределе. Анастасия Ракова, в частности, отмечала это тоже. Да, и на самом деле вот я сравниваю, да, у нас есть клиники там в других городах, поэтому я слежу за ситуацией, да, не только там за Кавказом, за Москвой, а в целом там по России. Мне показалось, что именно на последней неделе, ну то есть вначале все испугались, засели дома, а на прошлой неделе немножко подрасслабились. И, ну это мягко сказано, на самом деле, сильно расслабились и стали выходить. И я думаю, вот эти вот ситуации, то, что... Вот эти послабления. То, что личные послабления людей, да, то есть то, что количество зараженных стало расти в прогрессе, это последствия того, что мы безответственно, ну, те, кто выходит, безответственно относятся к ситуации. Мы, если не болеем, мы можем разносить, даже этого не заметить, особенно молодые, да, соответственно. И дефицит масок, собственно, которые там купить было нельзя уже месяц назад. Если бы там все были в масках, то... А сегодня как в аптеках Москвы? Ситуация с масками. Я в аптеке Москвы, я вообще параноик, поэтому я в аптеке Москвы в последний раз была месяца полтора назад, когда купить маски еще было реально. Я купила масок, купила перчаток и антисептиков каких-то. Потом я заказывала только доставки и в аптеке не выходила. Кстати, доставки работают очень достойно. Привозят все в срок, ну, либо там с учетом особенностей, ожидания 2-3 дня. Можно заказать все, что угодно, продукты, лекарства. И чем же вы вот занимаетесь тогда в условиях самоизоляции? Кто-то вязать начал, я слышал от знакомых, кто-то очень много стал читать, кто-то просмотрел все те сериалы, которые, видимо, за год не мог просмотреть. Вы знаете, да, я смотрю на людей, которые рассказывают, там шуточки постят о том, что нечем заняться. Я скажу, чем я занимаюсь. Я работаю, либо готовлю, либо работаю. По вечерам иногда общаюсь с друзьями по Zoom или по Skype. Вот. Ну, мы общаемся с друзьями по Zoom или по Skype, но не в формате встреч. И дни на самом деле пролетают. Потренироваться тоже можно, там, пару раз в неделю. Очень многие сейчас, я читала, выросли продажи экипировки, оборудование для тренировок дома в Москве и дачный инвентарь, то есть очень многие уехали на дачи и занялись дачами. Соответственно, есть чем заняться, и можно и работать, и там, за бытом следить. В общем, не могу сказать, что я сижу, скучаю, плюю в потолок. Ну вот, исходя из того, что опять-таки Сергей Семенович говорит, вы готовы, вот как вам кажется, социум московский готов к таким мерам изоляции, хоть и временным, но... Вы знаете, да, я думаю, готовы. Социум устал, всех утомило на самом деле сидение в 4 стенах и походы максимум до магазина. Но социум понимает серьезность ситуации, и все больше людей понимают серьезность ситуации. Там мои друзья, которые вначале еще на работу могли ездить, сейчас тоже все по домам. И я тоже там родных и близких убеждала в том, что давайте сидеть дома. Вначале посмеивались, теперь все сидят. На своей странице в Инстаграме вы, один из последних постов я прочитал, говорите о том, что очень часто обращаетесь к школьной программе, читаете стихи. Вот там была выдержка, да, к Чаадаеву, Пушкина. Товарищ мой, товарищ верит, взойдет она, звезда пленительного счастья, Россия вспрянет ото сна, и на обрывках самовластия напишут наши имена. Напишут наши имена. Вот. И чьи имена, как вы полагаете, нужно будет написать на обломках самовластия? Кто эти герои? Кто... Я понимаю, мы сейчас можем говорить о врачах в первую очередь, потому что их непосильный труд, вероломный труд, конечно, приведет к тому, что мы пройдем
этот период пандемии. И мы действительно его пройдем, в это надо в будущее смело смотреть. Вот кто еще может быть героем для вас в это время? В первую очередь врачи. Почти наравне с ними герои для меня люди, владельцы бизнеса, которые проявляют сознательность, которые не бросают людей, которые могут просто там на улице оказаться, если процессы полностью встанут, да, делают все возможное, и, надеюсь, благодаря таким людям мы прорвемся и довольно скоро, потому что не может это продолжаться вечно. Спасибо вам огромное за то, что вышли с нами на связи. А я напоминаю нашим телезрителям, что на прямой связи из Москвы с нами была журналистка Тамара Бегаева. Подождите, еще что-то она хочет сказать, да. Я просто в комментариях очень много вижу, то, что в Осетии отрицают ситуацию с коронавирусом. У меня там живут родители, у меня живут бабушки, дедушки, тети, все там. Вот, я семью убедила в том, что все серьезно, потому что мы здесь уже это ощутили. И мы тоже прошли стадию всеобщего отрицания, прогулок, и все эти прогулки потом приводят к очень неприятным последствиям. Поэтому, пожалуйста, мои родные, мои земляки, оставайтесь дома, и тогда это все пораньше закончится. Спасибо огромное еще раз, Тамара. Короткая реклама на телеканале «Осетия». С нами была наша соотечественница Тамара Бегаева. Согласно данным Института Джонса Хопкинса, всего в мире заболело коронавирусом нового типа более 1 миллиона 700 тысяч человек. Во время пандемии больше всего пострадали США, Италия, Испания и Франция. В России фиксируется рост числа заболевших коронавирусом. Роспотребнадзор сообщает уже о 13 584 инфицированных. Основным очагом распространения является Москва, где выявлено 8852 человека. Сегодня главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что порядка 460 пациентов проходят лечение у них в учреждении, из них 205 с коронавирусом. А с нами на прямой связи журналист Наталья Андреева, которая находилась на лечении в той самой больнице в Коммунарке. Наталья, здравствуйте. Да, коллеги, добрый день. Я очень рад, что у нас состоялся этот разговор, потому что какие-то проблемы у нас технического характера были. Вы находились в Коммунарке, в больнице в Коммунарке. Скажите, пожалуйста, каким образом вы туда попали, с каким диагнозом предположительно? Смотрите, я возвращалась из Франции. Там я работала на репортаже касаемо манифестации пенсионной реформы. И за неделю до возвращения в Россию почувствовала себя плохо. Меня задержали в аэропорту во Внуково, единственную с рейса. И на пункте меддосмотра моя температура показала 37,3. И, в принципе, сразу меня отправили в больницу Коммунарка без каких-либо вопросов и объяснений. Я, конечно, пыталась договориться с Роспотребнадзором, пыталась договориться с врачами, чтобы каким-то образом, может быть, смягчить мою госпитализацию. Но, с другой стороны, я понимала, что это ответственность на мне. Потому что вирус во Франции я действительно могла каким-то образом получить. И дабы не заразить уже в России родственников, родных, либо коллег, лучше я самоизолируюсь, либо изолируюсь в Коммунарке, что, собственно, и произошло. Какие-то тесты у вас там при поступлении брали или тоже ждали там 2 недели, 10 дней? Просто информация везде разнится по поступившим в Коммунарку. Всегда берется 3 пробы. Первая проба в первый день, вторая проба на 3-й день и уже 3-я итоговая проба берется на 10-й день. Первую пробу у меня взяли в аэропорту, и последующие пробы брали уже непосредственно в больнице. То есть это на 1-й день в приемном покое, на 3-й день и на 10-й. Вы были изолированы, и вообще мне вот интересная ситуация с индивидуальными средствами защиты, потому что по всей стране говорят, что врачам не хватает их, а мы видели кадры, по крайней мере, как Владимир Путин приезжал в Коммунарку, и там на всех были индивидуальные средства защиты. Так ли это было на самом деле, когда вы там лежали? Ну, смотрите, здесь вопрос довольно-таки такой деликатный, да. Сейчас я буду говорить не как сотрудник, бывший сотрудник федерального канала, а как пациент, да, потому что это важно, укреплять свой статус. Моя госпитализация, она не была запланирована заранее, то есть для меня это тоже, то есть я не была готова. И
6 марта я поступила в коммунарку. Больница открылась у нас, получается, где-то 1 числа. То есть мы такие первопроходцы. То есть, в принципе, на нас отрабатывались какие-то тактики лечения. И на тот момент границы еще не были закрыты. И, в принципе, такого ажиотажа и такого количества больных не было. Я, когда поступала, в больнице было всего 100 человек подозреваемых. То есть все мы ожидали своего диагноза. Меня хорошо слышно, да, я не вижу? Да, все хорошо слышно, Наталья. Все мы ожидали своего диагноза. Средств защиты, костюмов, масок хватало, но первое, что меня удивило, это полная неорганизованность. То есть с момента того, как Роспотребнадзор в аэропорту Внуково дал приказ, что меня нужно госпитализировать, изолировать, целый час я находилась в скорой помощи, и скорая и больница решали между собой, куда везти пациента, потому что помимо коммунарки предлагалось еще несколько лечебных учреждений. То есть этот момент немножечко так вначале взволновал. Дальше при поступлении в приемном покое не хватало пробирок, то есть элементарно не хватало жгутов. Потом их нашли, то есть больницу открывали буквально на коленке, буквально вот за считанные дни, да, и, безусловно, здесь есть заслуга врачей, но также, мне кажется, должен очень четко и ярко освещаться вопрос организации. Организация отсутствует. Ну, может быть, у них был стресс, вы же понимаете, мир не был готов, Россия не была готова, и такой стресс, они не знают, что с этим делать, не было еще каких-то обобщенных данных. Может, с этим было связано? Если Россия не готова, если это такой стресс, зачем тогда мы показываем, как у нас все прекрасно в коммунарке? Мне кажется, наоборот, должна быть озвучена проблема кадрового резерва, да, чтобы как-то улучшить эту ситуацию. Потому что если с нами не могли справиться врачи, как сейчас они справляются? Если ко мне заходили в палату медсестры и линейный персонал врачей и жаловался, что, Наташ, мы работаем одни. Вот я один человек, один врач на 90 человек. Потому что, я объясню, я лежала 18 дней. Если при поступлении в первый день нас было 100 человек, при моей выписке нас было уже 550. И врач, приходя ко мне, мой лечащий, говорил: Наташ, я не справляюсь, я хирург. Я мало того, что не понимаю в легких, да, то есть мне сложно вести пациентов, я операционный хирург, мне очень сложно быть лечащим врачом просто на отделении. Медсестры замученные, младший медперсонал тоже уставший. То есть элементарно я говорила о нехватке кадров, потому что мне жалко врачей, потому что они работают на передовой. Мне жалко пациентов, которые тоже не получали медпомощь. Я лежала с температурой 37,7, меня не обследовали. То есть, смотрите, здесь очень большая разница между пациентами, которые лежат без симптомов и, в принципе, просто находятся, такой промежуток времени 2 недели в изоляции. Другое дело, если пациенту требуется медпомощь, и она не оказывается. На протяжении 6 дней, 9 мне не могли поставить диагноз, просто не было врачей. Мне приходилось самой каким-то образом публично выставлять личные подробности ведения меня как пациента. Да, в социальных сетях, да, мы наблюдали это. А другого выхода не было, если и таким образом на вас обратили внимание и приняли какие-то шаги, да, по лечению и выявлению, наверное, заболевания. В итоге что вам диагностировали на тот при выписке? Нет, смотрите, на 13-й день моего пребывания в самой лучшей, на минутку, больнице Европы у меня диагностировали пневмонию, внебольничную пневмонию. Пришел наконец-таки ответ на 13-й день. Скажите, пожалуйста, 13 дней что я просто так находилась в больнице? Почему не оказывалась помощь? Не справлялись. А вот вы говорите, что вернулись из Франции, а во Франции как относились вообще к вспышке и к пандемии коронавируса? Потому что мы и сегодня все еще слышим в Англии очень странные протесты жителей Великобритании о том, что якобы не существует коронавируса. Вы как журналист, который в разных странах бывает и, собственно, вернулись из Франции, что можете сказать таким неверующим? Во Франции было, скажем так, больше наплевательское отношение, потому что, знаете, тревожность отсутствовала как таковая в обществе, хотя на тот момент закрыли уже Лувр, да, информированы были все абсолютно граждане, то есть я проживала в нескольких отелях, и в отелях ограничивали въезд туристов из Китая, да, то есть уже не пускали. Дальше чувствовались агрессивные немножечко настроения среди арабской молодежи.
Даже, то есть был при мне инцидент, когда в основном многие заведения питания были закрыты. То есть китайские маленькие ресторанчики, кафе уже А были почему закрыты. именно вот так вот китайское все? Почему именно по отношению к ним вот такие меры были предприняты? Люди боятся. Люди боятся, то есть и они не понимают, что ждать дальше, да, то есть как от этого защищаться. Тем не менее, в аптеках масок уже не было. Я чудом в 10-й аптеке смогла купить маску за 5,5 евро. Причем туристам маски не продавали, продавали только своим, скажем так, гражданам Франции. Видели, что я турист, и мне говорили, что масок нет. Вот уровень социального напряжения, согласно данным там, ВЦИОМа и других исследовательских центров, в России вообще вырос. Да? И вот он прям по экспоненте наверх пошел. Вы как полагаете, вот стадия принятия вообще когда наступит в России? Потому что мне казалось, что она наступила еще неделю назад. Но потом, когда пошли послабления какие-то, и понятное дело, почему регионы пошли на послабления, чтобы как-то успокоить народ, то мы увидели, как все опять высыпались, да, там по улицам, все гуляли, хорошая прекрасная погода. Но опять-таки вчера Сергей Семенович выступил по центральному телеканалу и говорит: все, с понедельника спецпропуска, цифровые пропуска. И это тот самый мем, да, который тоже ходит, что пытаются устроить цифровой концлагерь в Москве. Насколько это справедливо, такие меры по отношению к гражданам? Вот этот уровень социального напряжения не повысится? Я считаю, что меры должны быть строжайшие, потому что в Италии тоже очень многие не верили. У меня огромное количество друзей в Италии, и я вижу ситуацию там. У нас до сих пор люди не верят, и я считаю, что власти, они должны максимально сейчас контролировать город и контролировать социум. Более того, большая ответственность на самих гражданах лежит. Я не понимаю, почему они считают, что врачи всесильны. Врачи не справляются, сейчас больницы переполнены. И я просто знаю, как пациент изнутри, что далеко не все тесты, они информативны на 100%. Да, есть погрешность в любом случае, и это риск. И мне кажется, ничего страшного, да, конечно, можно рассмотреть бизнес, экономику, но в любом случае потеря денег, потеря доходности – это несравнимо с потерей близких людей, с потерей родных людей. И здесь у нас всем известно, что нехватка кадров не только в регионах, но и в столице. Причем грандиозная нехватка кадров. Да? Сейчас уже выводят, скажем так, студентов, медучилищ, мединститутов, практикантов, чтобы просто помогать. Например, я видела полную растерянность врачей, гинекологов, хирургов, неврологов, потому что выходят работать с больными абсолютно все, чтобы хотя бы какую-то помощь оказать. И мне непонятна реакция граждан, которые говорят: как же так, почему мы должны сидеть дома? Нет, пойду-ка я в магазин или пойду я на шашлыки. Это полная безответственность, и мне кажется, здесь можно контролировать вот такую глупость только действительно ужесточением каких-то норм, законов и правил. Ну, штрафы уже тоже повальные пошли в Москве. Буквально за вчерашний день, по-моему, 500 штрафов уже выписали. И более того, меня, знаете, что смущает? Даже люди, которые на карантине, нарушают этот карантин, за что, собственно, мне кажется, спрос, надо на уголовную, наверное, уже ответственность переходить. Люди, которые на карантине. Это не самоизоляция даже. Ну, здесь в любом случае, да, должно рассматриваться судом, да, потому что постановление выносится, и здесь рассматривается либо это административное правонарушение, либо это уже уголовная ответственность. И просто я не понимаю вот этой вот глупости какой-то, даже не то, что глупости, а безответственности людей. То есть здесь же страдает не только Россия, весь мир был не готов к этому. А как вы относитесь вот к этим высказываниям? Что вы людям говорите, когда вот они говорят: да, мы не верим, допустим, в этот коронавирус, им кажется, что он не существует? Вот ваша реакция. Я вот еле сдерживаю себя, когда сталкиваюсь с этим вот в своем пространстве. Ну, я на эти вещи стараюсь не отвечать, потому что я лежала в коммунарке, я видела, как все это происходит. За моей стеной лежал Лев Лещенко с коронавирусом, дальше моя палата без коронавируса, и следующая палата, там лежала девушка тоже с подтвержденным коронавирусом. И врачи, переходя из палаты в палату, я видела страх в их глазах. То есть я знаю вот эту информацию изнутри.
ни из СМИ, ни из каких-то источников, да. Плюс в Италии у меня лучший друг, у него своя медклиника. И когда он мне позвонил в слезах, взрослый мужчина, ему за 60 лет, он достаточно известный врач, и он просто плакал, что у него в реанимации 90 человек, и умер только что его лучший друг, коллега 30-летний врач, Лор. Скажите, пожалуйста, какие еще должны быть доказательства? Когда у нас в ритейле, да, сейчас открыты все магазины, но также идет заражение в крупных сетях, там Перекресток, например, Вкусвилл взять. И когда я захожу в Магнит и вижу, что сотрудники работают даже без масок, без перчаток, и эта концентрация, как раз-таки оттуда может идти заражение. Вот они, да, источники. Нет, я просто не понимаю, вот люди не верят, хорошо, замечательно, а когда они поверят, когда они будут в реанимации подключены к аппарату ИВЛ, или что нужно, чтобы они поверили? Слава богу, если их это не коснется, если сильный иммунитет, но здесь мы не знаем, как это все сложится. Спасибо огромное, Наталья. Очень я рад, что вы вышли с нами на связь, потому что хотелось, чтобы именно человек, который был пациентом больницы в Коммунарке, рассказал, как все там происходило и действительно какой уровень напряжения и среди врачей. Все переживают за каждого больного, за каждого пациента. Спасибо вам огромное, Наталья. Я напоминаю нашим телезрителям, что с нами на прямой связи была журналист из Москвы Наталья Андреева. Короткая реклама на телеканале «Осетия». Не переключайтесь. По словам генерального директора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейсуса, динамика распространения коронавируса существенно замедлилась в Испании, Италии, Франции и Германии. В ведомстве отметили, что вирус входит в активную фазу уже на африканском континенте. Власти Италии все еще сохраняют жесткие меры изоляции граждан. Карантинные мероприятия были продлены до 31 июля 2020 года. Стоит отметить, что к борьбе с коронавирусом присоединились и крупные итальянские ритейлеры. О подробностях эпидемиологической ситуации в Италии мы поговорим с нашим соотечественником, земляком Аланом Губаевым. Алан, здравствуйте, как слышно нас? Здравствуйте, здравствуйте, хорошо вас слышу. Всем привет. Какая ситуация сегодня в Италии? Какое настроение у людей, вот несмотря на непростую ситуацию, но тем не менее уже ВОЗ отмечает, что динамика уже идет, видимо, выходит уже Италия на какой-то уровень, и я так понимаю, что в ближайшее время уже на спад пойдет коронавирус. Ну да, говорят, что пик заболеваний, заражений мы уже прошли. Сейчас стабильно заражается от 2 до 4 тысяч людей в день. Количество смертей тоже упало. Да, существенно упало. Если мы фиксировали, по крайней мере, согласно данным института Джонса Хопкинса, мы фиксировали, точнее, они фиксировали 900 человек, 800 человек, то вчера это чуть более 500 уже человек. Конечно, 300 человек даже спасенных жизней – это хорошая динамика, положительная работа врачей. Извиняюсь, да. Главное, что количество выздоровевших поднимается. На данный момент в Италии около 98 тысяч зараженных на данный момент. Всего с самого начала заразилось около 150 тысяч. Да. И около 30 тысяч из них уже выздоровело. Вот. И, к сожалению, 19 тысяч человек до сих пор умерло. Вот. Посмотрим, как будет развиваться в следующие пару недель статистика. А люди вообще привыкли за эти месяцы к изоляции? Мы понимаем, итальянцы такой горячий народ, мы видим эти песни на балконах, мы понимаем, что они с такой активной жизненной позицией, им тяжело было сидеть поначалу, а сейчас уже привыкли, тем более, что до 31 июля Джузеппе Конте все же продлил карантинные мероприятия. Да, тут изоляция началась 9 марта, то есть уже больше месяца. Вот. Первые 3 недели было сложно, конечно, к этому адаптироваться. Потом, к сожалению, привыкаешь и идешь дальше. Вот. Хочешь или не хочешь, надо.
Ну, это больше ваше вот внутреннее вам подсказывает, что надо соблюдать, потому что мы понимаем, да, по истории, мы общаемся тоже очень часто с жителями, соотечественниками нашими, но жителями Европы, что вот, ну, было неверие, негодование, не было полной информации. Сегодня информация полна, и я так понимаю, что народ, ну, видит жителей Италии в плачевной ситуации, и, наверное, максимум, что каждый из них может сделать, это вот сидеть дома и таким образом сохраните свою жизнь и убавить работу врачам. Ну да, вы совершенно правы. Вот. Я был первым из тех, который не верил во все это. Точнее, не то, что не верил, я верил в существование вируса, но не думал, что это все на самом деле так серьезно. Вот. И что же вас убедило в обратном? Ну, количество новых заражений, которое возрастало в факториальной манере, и количество смертей, которое нарастало день за днем. Вот. Я вам больше скажу. Я был, скажем, в эпицентре, я был в Милане в самом начале. Вот, меня пронесло. Я вернулся в Рим. Дальше еще я был в Берлине, и там тоже пронесло, слава богу. Вот. А что вы делали вот в этот момент в Германии, в Милане? Вы путешествовали? Это по роду вашей деятельности? Да, я там встретился со своей невестой. Вот. Слава богу, что встретился, успел перед закрытием всех границ, который, кстати, передаю привет. Привет, Лиза. Вот. А в Милане, да, просто навещал друга. Он тоже осетин, Алан Гаглоев. Привет ему тоже. Он сейчас там продолжает работать, даже с локдауном, потому что обязывают. Вот, что еще добавить? А вот давайте тогда я вас спрошу. Пасха. Мы знаем, что итальянцы очень верующий народ. И что говорит Папа Римский Франциск по этой ситуации? Я видел его обращение, он говорил, что вот дома давайте все мы помолимся и будем исключать визиты в церковь, в храмы, в приходы. Да, да. У нас все церкви, кстати, уже закрыты давно. Вот. И мессу он тоже проводил при пустой площади Святого Петра. Святого Петра. Да, как вы уже видели. Вот очень интересная, кстати, была новость, тоже об этом говорил, я вот сейчас вспомнил Папа Римский Франциск, что в Сакраменто, например, по-моему, на стену проецировали службу. И таким образом люди могли наблюдать эту тоже службу из окон своих домов. Вот такой тоже эксперимент был. У нас такого не было, скажем. У нас в Риме такого не было. Вот. Не знаю, что там в Сакраменто было. Это довольно далеко. Это другая часть мира практически. Ну да, у нас все смотрели по телевизору. Все смотрели по телевизору мессу. Она была в прямой трансляции. Что отменить ее не могли, конечно. Ну, вот это тяжело вот для верующих, то, что они не посещают церкви, храмы. Меня мама даже просила, здесь есть две православные церкви в Риме. Одна, кстати, прямо рядом с Ватиканом, с собором Святого Петра. Она просила ее подвезти на церковь. Я отказался, чтобы не рисковать. Зачем лишний раз рисковать? Это было еще до локдауна, конечно. Или в самом начале. Да, где-то в районе 9 марта, по-моему, это все было. Точно не помню. Ну, дома, молитесь дома и все. Другого выхода на данный момент нет. Лучше сейчас посидеть дома, чтобы потом можно было все вместе собираться, отмечать там свадьбы, праздники. Ну вот, раз уж вы уже сказали о свадьбе, мы с вами за кадром общались, вы планируете свадьбу, да, в начале августа уже? 9 августа планируем. Надеемся, что все пройдет как надо, что коронавирус это не предотвратит, скажем. Вот. На данный момент все, конечно, плачевно, но будем держать кулачки. Кстати, свадьба будет в Осетии, во Владикавказе. Ну, я надеюсь, к тому времени и воздушное сообщение опять наладится между Россией и Италией. И вот, кстати говоря, 9 апреля премьер Италии Джузеппе Конте
выступил с такой тревожной новостью, точнее суждениями даже о том, что он боится, и такие настроения, видимо, уже есть, и факты, возможно, какие-то об этом говорят, что Евросоюз может распасться, что той самой дружбы вот сегодня немало испытывают, да, и мы вспоминаем и высказывание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая говорила о том, что она извинялась даже перед итальянцами за то, что вот в условиях пандемии не могли оказать в первую очередь помощь именно итальянцам. Ну, я не политолог, конечно, и просто они некрасиво поступили в отношении Италии, когда вот Италия нуждалась в помощи, помощь приходила из стран, которые не входят в Евросоюз. То есть Китай, Россия, Куба. Эти страны оказали помощь. И тоже была противоречивая информация со стороны Италии, когда российская сторона решила оказать помощь нашим итальянским друзьям. И мы видели, с одной стороны, там какого-то пожилого мужчину, который вышел, убрал флаг Евросоюза и вышел с флагом российским. Да? И, конечно же, было очень приятно и понятно, что несмотря, возможно, на какую-то на политическую конъюнктуру, люди мыслят по-другому и преодолевают, возможно, вот эти барьеры, которые есть между странами. Изменилось отношение действительно у итальянцев, например, к России? Ну, смотрите, те, которые любили Россию до этого, любят ее еще больше. А те, которые не могли, скажем, сориентироваться, определиться, да, теперь ее любят. Вот. А есть такая фраза английская «haters gonna hate». То есть те, которые не любят, и дальше будут продолжать не любить, скажем. Ну, какие-то же, наверное, объективные причины бывают. То есть, когда вы общаетесь там со своими ровесниками, может быть, в каких-то интересных местах, кафе, и люди узнают, что вы русский человек, они вот как реагируют, и бывает ли у них какое-то предвзятое мнение, вот исходя из того, что они видят по телевизору? Сейчас все закрыто, то есть никаких кафе, никаких ресторанов. Нет, до этого. Да, до этого они даже не узнавали. То есть я говорю, что я похож на итальянца чем-то. Не знаю чем. И акцента у меня на итальянском нет. Наоборот, мне говорят, что когда я разговариваю по-русски, у меня итальянский акцент появляется. Вот. Ну, в этом есть, конечно, определенная изюминка. Я вижу перед собой человека нашего осетина, и у вас такой действительно оговор, как из каких-то старых итальянских фильмов. Как, кстати, в Осетии вас встречают, и вот слыша вас, как они реагируют, вот шутят, наверное, да, по этому поводу? Первое, что меня спрашивают, это «Ирунда на ферохи». Я отвечаю на ферохи и начинаю разговаривать с ними по-осетински. Вот. А так, кроме этого, ничего особенного. Меня все знают, все любят, я их всех люблю. И все. Спасибо огромное, Алан, что были сегодня с нами на связи. Очень было приятно с вами поговорить, с нашим соотечественником, узнать о ситуации в Италии, о настроениях. И судя по тому, как вы легко с нами общаетесь, я могу судить о том, что в целом в Италии достаточно уже спокойно становится. Спасибо вам еще раз огромное. Я напоминаю нашим телезрителям, что на связи с нами был из Италии наш земляк Алан Губаев. Согласно... На этом время нашей программы уже подходит к концу. Я бы, наверное, еще хотел обратиться к нашим врачам, жителям республики. И очень важно осознать сегодня необходимость всех мер предосторожности и соблюдения режима обязательной самоизоляции. Это первое, о чем стоит нам всем думать. Также, конечно, я выражаю свою признательность волонтерскому движению Северной Осетии, предпринимателям и всем неравнодушным, которые оказывают посильный вклад в поддержку пожилых людей. Им сегодня особенно тяжело. Здоровья вам всем и сил. Вместе мы обязательно справимся. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.